Да что тут сложного? Всего лишь держит микрофон в руках. Еще и зарплату за это получают, только и делают, что ищут И сенсации. не говори. Вот такие вот мысли чаще всего возникают у наших, несмотря ни на что, Любимых телезрителей. Поэтому для того, чтобы все было честно в день телевидения, дайте отдохнуть. Вот микрофон. Вот камера. И 3 часа на все про все. Пусть один день журналистами побудут телезрители. Со всем этим рабочим багажом идем в люди. Такой ли сладкий хлеб телевизионщиков? Наша зрительская аудитория испробует это на себе. Будущий экономист Ахмед спешит на учебу. Как неожиданно для него, он перевоплощается в оператора. Быстро сложить штатив для камеры. Это только кажется, что просто. Получится ли у меня? Наверное, где-то тут открывается. Сейчас все подряд попробую. О, нет. Кажется, не так. О, вот так. Наверное, вот так ставится камера и снимается. Да. Так. Сначала думал, что вообще легко. Поснимал и все. Окажется тут вот штатив, как называется, нужно забирать каждый раз. Ну, конечно же, наверное, нелегко. Как я понял, он на вес очень тяжелый. И, ну, кажется, тяжелая работа. Ася с утра смотрит выпуск новостей, но никогда не думала, что вскоре сама будет разговаривать с телезрителями. Текст стендапа готов. Репетиция. Так, телевидение необходимо в современном обществе. Благодаря этому мы узнаем о событиях в мире. Средства массовой информации помогают понять в современном, потому что оно обеспечивает нам жизнь полную впечатлений. Средства массовой информации Телевидение необходимо нам в современном обществе, потому что оно обеспечивает жизнь полную впечатлений. Жизнь полную впечатлений. Благодаря этому мы узнаем о впечатлении. Благодаря телевидению необходимо о новостях, о событиях в мире, информацию. За несколько минут дебют корреспондента Аси. Телевидение необходимо нам в современном обществе, потому что оно обеспечивает жизнь полную впечатлений. Благодаря этому мы узнаем о событиях в мире. Средства массовой информации помогают нам понять мир вокруг нас. Ну как, Ася, как справилась с задачей, расскажи. Справилась, я думаю, неплохо, но это, конечно, безусловно, сложно. Каким бы легким ни был текст, безусловно, его трудно заучивать и пересказывать в камеру. Сам корреспондент сюжет не сделает. Без интервью не обойтись, поэтому микрофон отдаем в руки Петимат. Здравствуйте, а вы любите? Здравствуйте. А в каком классе вы учитесь? 5 Д. Здравствуйте. Вы любите осень? Ну что, Петимат, сложно было? Это, безусловно, очень сложно. Не так легко, как казалось. Но работа очень веселая. Веселая, но не так, чтобы всегда. Для большинства людей, которые приняли участие в нашем праздничном эксперименте, телевидение – далекая, неизведанная страна. Намного легче отправиться в эту страну в удобном зрительском кресле с чашечкой горячего чая. Материал-то мы отсняли, теперь нужно все это собрать в интересный сюжет. У нас совсем мало времени. А давай я напишу текст, а ты начнешь монтировать. Давай. Алло, Луис, текст готов уже. Жду. Теперь нужно бежать зачитывать. Казалось бы, что тут сложного? Просто зачитать текст. Но любой корреспондент знает, что это не просто зачитка, это рассказ телезрителю о том, что произошло. Тут мы ставим правильные акценты, играем с интонацией и правильно расставляем пунктуационные паузы. И это еще не все, ведь каждый сюжет – это отдельная история.
Так, нам нужно срочно к режиссеру монтажа. У вас еще долго, Ася? 5 будет. Пойду пока узнаю, что у меня завтра. Сабина, что у меня завтра? У тебя завтра выставка картин, в 12:00 нужно быть там, не забудь. Ну вот, наш режиссер монтажа свободен. Мы начинаем самое интересное и сложное. Ну что, Луис, ты идешь домой? А сколько время? Уже 7 часов. Главное, что успели смонтировать. Пойдем домой. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Ну, все-таки что-то будет. Телевидение. Одно сплошное телевидение. Эти слова из знаменитой советской кинокартины действительно для многих из нас стали пророчеством. Сегодня телевидение информирует, развлекает и скрашивает одиночество, а многие теле- и радиоведущие становятся ближе самых родных нам людей.